Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С 1 января 2022 года применение технологии BIM-моделирования является обязательным при строительстве любых объектов, финансируемых из госбюджета Российской Федерации. Что это означает? С нами на связи Роман Гоголев, директор Международного центра развития перспективных компетенций Future Skills, НЭФУ и менеджер BIM. Роман Олегович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, что же такое технология информационного моделирования? В чем его плюсы и в чем заключается его особенность? Технология информационного моделирования в англоязычной системе и аббревиатуре называется как BIM-технологии. В первую очередь пошли собственно говоря, Building Information Modeling. То есть прямой перевод – это информационное моделирование здания. Но в случае применения на территории Российской Федерации оно распространяется абсолютно на все виды, собственно говоря, инфраструктуры нашей страны. Это и газовая промышленность, это и дороги, это и здания, это и промышленные, и гражданские объекты. И, соответственно, сами технологии представляют собой, так сказать, продвинутое параметрическое моделирование, которое включает в себя возможность интеграции множества потоков данных, включая информации, которая потом визуализируется для проектировщиков, для всех участников рынка, включая нас с вами, как просто жители Якутии, информацию о параметрах объектах и, собственно говоря, возможности моделирования в прямом его понимании. То есть это предиктивная аналитика, это и финансовая аналитика, это и инженерная аналитика. Поэтому это, можно сказать, очень продвинутое моделирование, 3D-моделирование с интеграцией программных решений. А как же сам процесс информационного моделирования происходит, если говорить об этом несколько проще? Если говорить об этом проще, ну, скажем так, инженера-проектировщики уже не являются инженерами-проектировщиками, от них требуется знание и умение программировать. В целом это, можно сказать, полная интеграция программирования для создания там всяких информационных данных и интеграция их в 3D-модель, которую мы потом визуально видим, все процессы, которые происходят, сколько материалов мы тратим и как ведут себя конструкции. Роман, скажите, как же вы оцениваете цифровую зрелость строительного рынка региона? По цифровую зрелость в целом у нас очень даже хорошо. Можно сказать, мы в лидерах именно по региону. А по поводу строительной отрасли и энергетической отрасли, скажем, и теплоэнергетической отрасли, да, предстоит много работы, не хватает людей, не хватает наработок, методик. Но мы этим занимаемся, мы закрываем эти вопросы, готовим методологическую базу, помогаем в формировании нормативной базы. Но надо сказать, что в первую очередь мы готовим людей. В первую очередь готовим людей, которые начнут заниматься этим вопросом. Пока на данный момент мы говорим о технологиях начала нулевых уровня зрелости, но надо сказать, что, думаю, в ударном темпе при поддержке государства это лишь вопрос времени. И спустя 2 года мы уже будем говорить о совершенно другой отрасли и отрасли строительства в нашем регионе. Надо сказать, что предстоит много работы. С чем приходится сталкиваться в процессе внедрения? Ну, как надо сказать, кадровый голод – это ключевая проблема, потому что классические проектировщики сейчас находятся, мягко сказать, в легком смятении, потому что нет абсолютного понимания, что нам нужно делать. Но надо сказать, что, будучи владельцами компетенции и транслятором компетенции на федеральном уровне, мы реализовали программу «Стартап как диплом», запустили специализированную компанию, которая в ближайшем будущем будет помогать всей отрасли заходить, собственно говоря, интегрировать эти технологии в собственные бизнес-процессы. Пока не налажены, так сказать, пока все к этому относятся не более чем 3D-моделькам, а на самом деле это речь о всем жизненном цикле зданий, начиная от деятельности риэлтора, человека, который покупает, человека, который инвестирует, и человека, который строит и контролирует процесс строительства. Поэтому на всех этапах со всеми участниками рынка предстоит работать. В первую очередь, ну, если даже федеральное законодательство готово, само собой, нам дали добро на то, чтобы регионы строили свою историю, успеха в этой истории. И чем мы, собственно говоря, сейчас занимаемся.
Роман, расскажите тогда про ситуацию в других регионах Российской Федерации. Насколько Якутия готова по сравнению с ними? Якутия готова по хардам, то есть Северо-Восточный федеральный университет бросил много сил на развитие перспективных компетенций, поэтому технологически мы готовы. А по поводу других регионов, само собой, у нас есть определенные лидеры. В первую очередь это город Москва, в вторую очередь это город Санкт-Петербург, где сосредоточились отечественные производители оборудования и программных решений. И, само собой, Екатеринбург, но там история о промышленности, нежели чем о строительстве. Поэтому по остальным регионам, скажу так, готовность нулевая. Та же ситуация, что и у нас, но отличие от всех остальных, у нас имеется площадка и возможность интеграции более быстрых цифровых решений. Имеются команды, готовые работать. Сейчас мы отрабатываем механизм внедрения и подготовки, переподготовки кадров на местах. И, соответственно, отличие от того же, например, сибирских регионов, где пока ждут каких-то дальнейших сигналов, мы готовы действовать. И уже действуем. Роман, а если говорить о Дальневосточном федеральном округе, как мы смотримся на этом фоне? В определенном случае мы рядом с Владивостоком, там уже вхождение имеется крупных строительных девелоперов, но все же, само собой, тут надо говорить о Дальневосточном федеральном университете. История такая, что мы находимся, в данном случае даже в лидерах. Само собой, Магадан прорабатывал в раннем приближении какие-то наработки, но это, опять же, была история, связанная с вендорами из Москвы. Поэтому надо сказать, что у нас начинает вырисовываться очень хорошая оригинальная история, которая позволит нам выйти в лидеры цифровизации строительной отрасли и энергетики. Позволит ли использование BIM-технологий улучшить качество строящихся объектов? Я тут скажу как представитель молодого поколения, который как раз-таки сейчас и покупает жилье, который, собственно говоря, занимается и видит, что происходит. Да, отвечу да, потому что в первую очередь абсолютная прозрачность всех финансовых потоков, всего, что касается материалов. Это эффективное управление для самих прорабов. По крайней мере, даже если прорабы сами сейчас не понимают, как с этим работать, но наложив на человека дополнительные цифровые компетенции, он сам заметит, что многие процессы станут легче и более управляемы. Поэтому на качестве жизни, в первую очередь, качество самого жилья улучшится. Наконец-то устаканится позиция с ценообразованием, и будет понятно, что, куда и как. И самое главное, мы как те, кто покупает жилье, кто планирует жить и развивать свою семью, и свою, и вообще как потребители рынка и услуг, мы будем видеть, куда что уходит и с каким темпом шла работа. Это напрямую видно, это прям буквально глазами видно. Скажите, а что должны люди знать, покупая жилье? Ведь на вторичном рынке часто бывают ситуации, когда в доме, в жилом помещении была перепланировка. Как поступать в этой ситуации? Это огромное количество бумаг, это огромное количество согласования. В нашем случае мы уже сейчас говорим на этапе того, что это не беготня ногами туда-сюда, и где нас будут, грубо говоря, направлять из одной инстанции в другую. А мы говорим о том, что это можно будет делать из дома. Соответственно, согласование ряда моментов при наличии, само собой, нормативной базы и доводки цифровых решений, которые мы доводим, это все делается на единой информационной модели, на единой платформе. И, соответственно, улучшение качества жизни идет напрямую. Соответственно, сокращение бюрократических моментов, особенностей, в частности, перепланировок на результате оцифрованного объекта, это наше сегодняшнее вечер, а не даже не завтра. Поэтому это возможно. Это мало того, что это облегчение нашей жизни с вами. Роман, не так давно вы говорили о том, что существует кадровый голод
В таком случае ведется Да. ли подготовка кадров по данному направлению БИМ-технологий у нас в Северо-Восточном федеральном университете? Сколько специалистов уже подготовлено и как осуществляется их подготовка? Да, если вы следили за новостями, компания Ascona является нашими партнерами. Это группа компаний консорциума развития. Мы выпустили как раз-таки первых BIM-специалистов. В первом потоке по 7, по 5, сейчас уже по 10 человек. Само собой, это специалисты и строители были, и энергетики. Сейчас мы вышли на этап того, что создается специализированный инженерный центр, и в рамках программы приоритета мы рассматриваем создание нового института высоких технологий или перспективных технологий. Можно два рабочих названия на данный момент, но вопрос стоит в том, что суть остается одна. Да, программы специальности уже направляются. Запущена программа по цифровой энергетике, прям так и называется, цифровое электроснабжение. В ближайшем аспекте мы уже в этом году планируем на регистрацию специальности, специальности, и уже программы ДПО готовы к реализации. Все зависит, собственно говоря, сейчас от вопросов лицензирования и решения, так сказать, больше административных вопросов. В целом подготовка ведется, подготовке мы идем планомерно, обеспечена методологическая база, и самое главное, есть поддержка отечественных вендоров. И будем говорить, что кадровый вопрос мы решим в течение 2-3 лет. Скажите, а действующие инженеры на основе своего инженерного образования могут ли нарастить компетенции именно в сфере BIM-технологий? Да, само собой. Уже есть прецеденты переобучения. Мы проводим обучение в 2 форматах де-факто. Де-факто обучаем уже непосредственно пониманию и хардскиллам, то есть непосредственно работа с программным обеспечением. Помимо этого, мы должны понимать, что речь идет обо всем жизненном цикле. Соответственно, это и не только BIM-технологии, это и другие программные решения, которые связаны с инженерным анализом, связаны с CAD-проектированием, с системой автоматического проектирования, и создание цифровых двойников уже в большей степени детализации. И самое главное, чтобы они были адекватные модели, а не, как это часто бывает в IT, идеальные модели. Поэтому переподготовка возможна, и она идет. Будем надеяться, что BIM-технологии будут развиваться, и пожелаем вам больших перспектив, которые в самое ближайшее время сбудутся. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.